Участники межрегиональной конференции по развитию туризма и сами, в первую очередь как туристы, посетили одно из главных достояний Тамбова. Усадьба русского купца Михаила Асеева, построенная еще в конце 19 века, была реконструирована осенью прошлого года. Сегодня это изящный дворец, сочетающий в себе три разных архитектурных стиля. В здании располагается филиал музея Петергоф, а во дворе часто проходят народные праздники. Молодой человек, не снимайте, не стесняйтесь, заходите к нам. Так и сейчас день посещения музейного комплекса совпал с Масленицей. Большая ярмарка, песни, хороводы и разные угощения. Все как подобает настоящему празднику. Есть и свои местного масштаба рекорды. Например, этот пирог имеет длину более 2 метров. Пока одни вовсю запевают русские народные песни, другие наслаждаются удачной праздничной ролью. Обожаю свою работу. Хозяин старинной усадьбы и сам принял участие в празднике, но только в качестве одной из ледяных фигур на фестивале «Веселая Масленица». Отдельно от всех других ледяных скульптур стоит вот такой интересный наездник. По рассказам, это юный Михаил Асеев. В детстве его няня катала по этой усадьбе на ослике. Причиной выбора Тамбова хозяином конференции стало открытие здесь филиала знаменитого на весь мир музея Петергоф. Да и сама область, как позднее подчеркнула заместитель министра культуры России, модельный субъект федерации в плане развития культурного туризма. На пленарном заседании участники из 37 регионов рассказали о предстоящих мероприятиях в своих регионах и обсудили перспективы и проблемы внутреннего и въездного туризма в России. В Лужниках проходит шоу «Эволюция огня». Это мультимедийное представление об эволюции огня и роли света в жизни человека. Немалый акцент здесь сделали и на детский туризм. Событийные мероприятия именно на базе объектов культуры – путь к повышению туристской привлекательности регионов. Заместитель министра Алла Манилова подчеркнула, что в развитии регионального туризма заинтересовано в первую очередь государство, а хороший потенциал для этого имеют все субъекты России. Инвестиции в туризм – это не такие быстрые деньги, как, скажем, инвестиции в жилье. Исходя из этого и появилась программа, которая делает для потенциального инвестора туризм более привлекательным, чем другие сферы. Инвестор ведь размышляет, во что ему вложить свои средства. И государство ему подсказывает, если вы вкладываете в туризм, то вам до 30% ваших затрат возвращается за счет ассигнований из федерального бюджета. Во-первых, это уже гарантия государства. И во-вторых, что до 30% стоимости объекта берет на себя федеральный бюджет. Первый рабочий день завершился лазерным шоу, а в начале следующего гостям показали отреставрированный дом Асеева в небольшом городке Рассказово. После чего действие переместилось в Ивановку, широкая Масленица, и здесь ожидала гостей. Участникам конференции предложили экскурсионную программу по музею-усадьбе известного композитора Сергея Рахманинова. Само имение в действительности принадлежало его родственникам, однако жил и работал он здесь почти 30 лет. Вся обстановка дома из настоящих раритетов. Все датируется концом 19 и началом 20 века. Здесь абсолютно вся подлинная мебель. Эта мебель по графику Министерства культуры 2016 года уходит вся на реставрацию в Москву. В доме можно увидеть и шахматы, за которыми когда-то сидели родственники Сергея Рахманинова, и фотографии почти всех членов большой семьи. Ну и, конечно, куда без музыкальных инструментов в доме композитора. Сегодня этот инструмент, принадлежавший родственнику Сергея Рахманинова, прозвучал впервые за 100 лет. Создан он был в далеком 1912 году в Нью-Йорке. За эти 103 года рояль не раз подвергался частичной деформации, а в декабре 2014 года его отреставрировали и привезли сюда, в музей усадьбы Рахманинова. Очередная тематическая секция прошла прямо в усадьбе. Здесь своим мнением поделились те, кто не успел выступить в первый день. Участники встречи проанализировали показатели туристской привлекательности регионов в слабый сезон и обменялись практическим опытом проведения событийных мероприятий. Совершенно неожиданное впечатление, потому что все, что было вчера, сегодня, это совершенно живые вещи, понятные на таком профессиональном языке. Вот это шло общение. Это как обмен опытом, как понимание дальнейшего движения неоценимо. Слово взял и представитель, как было отмечено, самого потенциально сильного региона в плане туризма – Чечни. Директор Аргунского музея-заповедника Саид-Амин Джабраилов рассказал, чем сегодня привлекательна республика и что с каждым годом делается для развития туризма в регионе. Как организуется у нас событийный туризм? Дело в том, что вы, наверное, сейчас знаете, по средствам массовой информации в Грозном постоянно проводятся мероприятия. А выезд обязательно в горы на территорию музея-заповедника. У нас в основном туризм экстремальный, этнографический, экологический. И вот люди, которые приезжают, экстремальный, это каньонинг, спелеотуризм, к нам приезжают. Есть такая жемчужина Кавказа, спортивно-туристский комплекс Кизиной Ам. И еще один кластер у нас, туристский кластер, ведущий, строится город-лыжный курорт, и Тункалинский район. Для значения у нас 54 объекта, остальные региональные значения.
В конце выступления представитель Чечни раздал участникам конференции путеводители по достопримечательностям республики, а директор музея усадьбы Рахманинова Александр Ермаков передал чеченским музыкальным педагогам ноты издания Рахманинова. Я передам наши ноты, потому что я обещал педагогам, когда они у нас в прошлом году были, ноты издания Рахманинова. И хотел бы сказать, что многим регионам я бы посоветовал учиться музыкальному воспитанию, постановке музыкального воспитания, так как оно сейчас поставлено в Чечне. В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса «Самая красивая деревня», после чего все присоединились к праздничному гулянию. Хамзат Аюбов, Адам Чекуев, Джамалайл Хаджалиев. Новости.